Добрый день. Сегодня очередной консультационный час. Время а, получения знаний родителями. И сегодня, казалось бы, такая часто повторяющаяся тема в стиле семейного воспитания. Нужно ли наказывать ребенка? Тем не менее, все равно возникают вопросы, и когда мы работаем с родителями на консультациях и на каких-то групповых занятиях, так или иначе, все звучит вопрос, либо утверждение, что ну вот меня же били, и я вырос человеком, да, и приходится с родителем разговаривать о, казалось бы, прописных истинах, но тем не менее, о которых необходимо так или иначе постоянно напоминать. Ну, начнем с того, что понятно, что каждый родитель хочет воспитать психологически здорового ребенка и всегда в голове держит какие-то планы развития ребенка, так или иначе. Да? Иногда это осознанные планы, иногда это неосознанные. Но, тем не менее, в каждой семье более-менее объективно как-то складывается определенная система воспитания, где так или иначе все-таки родитель видит какие-то цели, да, и задачи, которые он пытается достичь в процессе воспитания, какие-то методы, он имеет представление о методах, приемах воспитания. И есть некая такая ценностная система о том, что можно и чего нельзя допускать в отношении ребенка. Мы помним, да, что для того, чтобы ребенок рос психологически здоровым, родитель обращает внимание на такое многоплановое развитие ребенка. Это и образовательный план, это и физическое здоровье ребенка, это и социальное здоровье ребенка, да, способность адаптироваться к тому миру, в котором мы живем. Это и духовное развитие ребенка. Ну и мы помним о том, что не менее важным аспектом развития ребенка является все-таки эмоциональный план, да, эмоциональный пласт развития ребенка. И вот когда мы говорим о наказании, мы всегда смотрим именно на это направление в развитии ребенка, о чем часто забывают родители, либо в силу собственной травмированности считают это маловажным или не умеют быть с ребенком именно на пути его эмоционального развития. Ну, вообще мы знаем, что, конечно же, на разных этапах взросления дети так или иначе демонстрируют нам трудное поведение. И почему мы в разных консультационных часах так или иначе затрагивали темы о возрастных кризисах, да, сепарационных, скажем так, да, когда так или иначе вот в эти кризисные моменты возникают определенные, да, всем добрый вечер, определенные признаки трудного поведения. Да, мы говорили о потребностях, которые не всегда можно удовлетворить, и это также вызывает определенные, скажем так, сдвиги в поведении ребенка, о возможных сбоях привязанности, об этом мы тоже говорили, да, и последствиях психологических травм. А еще трудное поведение у ребенка возникает просто потому, что ребенок развивается, растет. Это происходит не всегда равномерно. Ребенок ищет свой способ отношения с миром, пробует, исследует через родителей прежде всего. Границы можно и нельзя. И здесь вот очень важно, всегда об этом напоминаем, о том, что не нужно воспринимать трудности в коммуникациях с детьми как катастрофу, и хорошо бы просто видеть во всех трудностях свои родительские задачи, да, ну, свой, собственно, родительский труд. И помним о том все-таки, что цель любого, скажем так, вот, нахождение рядом со своим ребенком, это все-таки сохранить длительные отношения с детьми на всю жизнь. И во главе угла, конечно же, ну вот как современные классические психологи, мы ставим все-таки нашу с детьми привязанность.
Да, мы, конечно, можем воспитать жутко образованного ребенка, но при этом там, правильного, да, но при этом мы совершенно утратим, например, с ним вообще какой бы то ни было контакт. То есть после 18-летия он от нас уезжает, и больше мы с ним не взаимодействуем. То есть, ну, какой родитель хочет такого завершения контакта с ребенком? Поэтому сохранить доверительные отношения и привязанность, да, вот прежде всего вот эти моменты мы ставим, скажем так, не в противовес, а как точку для размышления рядом с таким понятием, как наказание. Угу. То есть, и в принципе мы помним, что от того, какой сформировалась привязанность у нас с ребенком, во многом зависит, в принципе, что ждет ребенка в целом в будущем. Опять же, такой вопрос для размышления для родителей. Какой ребенок, что для ребенка лучше, быть трудным или удобным? Да, вот для размышления, то есть задуматься над этим вопросом, да. И важно помнить о том, что ребенок никогда не ставит перед собой цели свести родителей с ума. Но если мы говорим все-таки о норме здоровья, да, у него есть какие-то неудовлетворенные потребности, объективные трудности, сложные чувства. И ребенок заявляет вот таким способом, который ему доступен, о том, что ну, вот в его мироустройстве происходят какие-то несостыковки и сложности. Вот если родители устали, если они находятся не в ресурсе, и вместо естественной реакции прийти на помощь ребенку по его сигналу СОС, родитель выдает негативное поведение и раздражение, вот тогда мы можем говорить, что это родитель трудный. Да, мы не говорим о том, что сейчас, да, не свешиваем всю вину на родителей, да, но мы, в принципе, говорим о том, что это не ребенок труден, а все-таки в данном случае родитель труден для ребенка. Важно помнить, что это маме с папой сейчас трудно найти контакт, трудно распознать причину вот такого поведения ребенка в силу своих каких-то, да, нюансов. И трудно вместе с ребенком пройти вот это вот, да, возникшую сложность и выйти на какой-то новый уровень развития. Возможно, у родителей недостаточно положительного своего опыта из детства. Да? Возможно, именно их родители не распознавали потребности, да, которые необходимо было удовлетворить, важные сейчас для ребенка. Или следует стереотипу, что если ребенка не наказывать, то он сядет на голову, да, или такое расхожее, скажем так, словосочетание. Да. Важно помнить, что ответов на один и тот же вопрос про одно и то же трудное поведение может быть множество. Каждый ребенок рождается со своим темпераментом, набором потребностей. У каждого своя история отношений с родителями. Нет общей формулы. И чтобы угадать потребность, чувство затруднения собственного ребенка, нужно непрерывно за ним наблюдать. Знать его максимально хорошо. В трудных ситуациях ребенок гораздо больше нуждается в поддержке родителей. У него произошла неудача, случилась беда, и ему нужны не критика и обвинения, а сочувствие, чтобы справиться с неприятностями. Чаще всего за трудным поведением ребенка оказываются на самом деле неоправданные ожидания родителя. Как ребенок должен выглядеть? Аккуратный, не худой, не толстый, да? Как должен вести себя вежливо, сдержанно, с уважением, как он должен учиться, конечно же, с удовольствием, на пятерке и лучше всех в классе. Да? А если ребенок не соответствует стандарту, он получает порцию критики, ему указывают на недостатки, требуют их исправить. Работает ли такая тактика? Вот попытки установить ребенку планку ожиданий уже, в принципе, является стрессом для ребенка и вызывает достаточно сильный протест. Чаще всего вызывает протестную реакцию, либо парадоксальную. То есть ребенок как раз усиливает ту реакцию, которой, собственно, родитель недоволен. Любые перегибы – это нехорошо, и правило осознанного родительства – это когда плохо и плохо недо. То есть должно быть все в меру. Строгость и границы
и забота, и любовь. И в психологии сейчас довольно часто используется термин «достаточно хорошая мать», ну или родитель. И напомним, что если мама откликается на зов ребенка и в 40% случаев правильно угадывает его потребность, значит, она достаточно хорошая мать. Но это условно вот такой сейчас термин, да, примерно измерили в исследованиях, длительно за детьми наблюдали, да, и в том случае, когда мать всегда откликается на потребности ребенка и в 40% угадывает, это достаточно хорошая мать. То есть у таких мам дети вырастают с достаточно хорошими адаптивными способностями. Вот найти в родительстве баланс между любовью, безусловным принятием, защитой, заботой, а с другой стороной силой, доминированием и властью, это вот как раз-таки есть самая сложная родительская задача. Значительный перевес в какую-либо сторону, вот это как раз-таки и есть трудное поведение родителя. То есть либо перевес в чрезмерную защиту, заботу, либо перевес в чрезмерную силу доминирования власти. Вот тогда мы говорим о трудном поведении родителя. Или стиле воспитания, о которых, в принципе, мы все уже знаем. Стиль отношений и воспитания внутри семьи существенным образом влияет на формирование ребенка на всех этапах его развития, потому что, по сути, это качество взаимоотношений с ребенком. И поэтому важно помнить родителю, понимать, какие существуют стили, размышлять, да, в каких качелях я нахожусь, в какую степень, сторону меня заваливает, и то есть о том формате отношений, который складывается у меня внутри моей семьи по отношению к моему ребенку. Выделяют разные названия: демократический, авторитарный, воспитание по типу Золушки, гипоопека, гиперопека, воспитание на основе высоких ожиданий, противоречивое воспитание. Мы поговорим о 4 основных стилях воспитания: авторитарный, авторитетный, гипоопекающий и гиперопекающий. И вы видите вот на экранах в презентации ту самую ось, да, где стили расположены относительно как раз-таки степени выраженности заботы и власти, ну или по-другому структура, сила, да, доминирование и забота, любовь, принятие. И вот мы с вами смотрим, что авторитетный стиль, по-другому его еще называют демократический, находится как раз-таки в той части, где равномерно распределены сила и забота. Да, авторитарный попадает в ту часть, где идет преобладание власти и низкая степень заботы. Гипоопека, бывает его называют попустительский стиль, равнодушный, разные названия. Да? Это как там, где нет силы, власти, авторитетной родительской фигуры, но и нет заботы о ребенке. И гиперопека – это тогда, когда идет чрезмерная забота о ребенке, но немножечко здесь власть рассматривается в несколько ином, да, варианте. То есть, по сути, рассмотрим более подробно. Начнем с такого стиля воспитания, как авторитарный стиль. Обратите внимание, да, что этот стиль отличается тем, что родители ценят беспрекословно. В семье с таким стилем не принято объяснять ребенку причин указаний и запретов. Жестко контролируются все сферы жизни детей. Причем не всегда корректно. Дети в такой системе становятся замкнутыми, теплых отношений с родителями не формируется. И чаще всего они в дальнейшем можно спрогнозировать такое развитие личности, что дети будут не уверены в себе, не самостоятельны и оказываются менее зрелы, чем дети, которые имеют определенную степень свободы. Здесь девиз такого воспитания: делай, как сказано, и роль ребенка в семье – это ужасный ребенок, мучитель, ради которого я все делаю, и так далее. Да?
Какие формируются черты характера у ребенка? Это либо получается зависимость, либо же в противовес какое-то бунтарство, да, какие-то протестные реакции. Мгм. Следующий стиль воспитания. Так, приношу извинения, да, здесь либо слайд не показывает, почему-то пролистываются слайды. Ладно, буду на слух тогда будем говорить. Девиз демократического воспитания вместе. Роль ребенка в семье – это равноправный член семьи. И родитель выступает в качестве естественного авторитета. Не тогда, когда, да, есть такое понятие, как гамбургский авторитет, да, то есть проходили бои, да, без правил. И понятно, что все, ну, как любой вид спорта, есть некие моменты, да, не всегда честные. И бывают сомнения, что действительно ли по праву занимает спортсмен первое, второе там, и так далее, призовые места. И вот все те спортсмены, которые участвуют в официальных боях, далее они принимают участие в неофициальных боях, и проходит это в Гамбурге, и вот там вот они уже без официальных судей смотрят, кто действительно на что способен, да, поэтому и вот говорят гамбургский авторитет. Вот это про демократический стиль воспитания. То есть, когда родители все-таки учитывают возрастные особенности, потребности, нужды, интересы и желания ребенка, когда родители поощряют личную ответственность, самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными возможностями, дети включены в обсуждение семейных проблем, родители требуют все-таки от детей осмысленного поведения, стараются помочь, чутко реагируя на запросы. Какие черты формируются при демократическом стиле воспитания? Доброжелательность, открытость, инициативность, воля, заботливость, ответственность и самостоятельность. И в целом, что отличает все-таки демократический стиль, это то, что родители ценят в ребенке личность, развивают самостоятельность, исследование правилам. С раннего возраста они предоставляют ребенку возможность быть как раз самостоятельным в том объеме, который соответствует возрасту, и не ущемляют его прав, но требуют выполнения, не раздражают ребенка, да, и ребенок прислушивается к мнению родителя, становится ответственным, самостоятельным, и формирование взрослости происходит без особых конфликтов. Ну вот презентация позволяет нам увидеть гипоопекающий стиль. Девиз гипоопекающего стиля – «Живи как хочешь». Роль ребенка чаще всего либо путающийся под ногами, либо мальчик для битья, либо вообще жертва, да, в семье или козел отпущения. Вообще это очень тяжелый, один из тяжелых стилей, да, родительского воспитания. Его очень часто путают с демократическим те родители, кто не берут на себя роль взрослого в семье. Да. Чем он отличается? Как можно вот отличить разумную свободу от гипоопеки? Да? Если вы видите, что присутствует безразличие все-таки к проблемам и потребностям ребенка, если отсутствует доверие в отношениях, то не делятся переживаниями. Если присутствует постоянная занятость родителей, нежелание включаться в совместную деятельность с ребенком, играть, беседовать и так далее. Если присутствует незнание своего ребенка, его планов, желаний, трудностей, открыто произносятся такие слова, как «зачем я тебя родила, жизнь мне портишь», да? Не ребенок, а наказание, и при этом еще отсутствует тактильный контакт, нет объятий, поцелуев, направленных на сенсорное развитие ребенка, то мы здесь можем говорить все-таки не о демократическом стиле, да, когда дается определенное количество
свободы ребенку, да, а все-таки о гипоопекающем или попустительском стиле. То есть безразличное отношение сочетается еще и с отсутствием контроля. И ребенку позволяется делать все, что вздумается, им никто не интересуется. По сути, у ребенка нет опоры в виде образца поведения взрослого, нет перед глазами ответственного поведения, на которое можно ориентироваться. И поведение ребенка также становится непредсказуемым, зависимым от внешних факторов. В подростковом возрасте такой ребенок при таком стиле воспитания попадает в группу риска. Поэтому, когда вы отслеживаете свое поведение, видите вот эти вот признаки, да, что немножко переваливаетесь в гипоопекающий стиль, вы понимаете, что это уже не демократия. Угу. Гиперопекающий стиль, казалось бы, вроде бы, это такой стиль, который можно назвать таким положительным, тем не менее, это тоже достаточно такой опасный стиль воспитания, когда происходит излишняя забота о ребенке и чрезмерный контроль за всей его жизнью. Он еще и в том числе основан на слишком тесном эмоциональном контакте, когда по сути идет в какой-то степени эмоциональное насилие над ребенком, подавление ребенка. И именно вот в гиперопеке происходит максимально болезненная концентрация, выраженность заботы и власти. Отношения складываются по типу «жить за ребенка». У ребенка возникает выученная беспомощность, ребенок становится пассивным, не самостоятельным. По сути, это тормоз на пути личностного развития ребенка. Вот как отличить теперь нормальную родительскую заботу от гиперопеки? То есть, если вы видите, что вы чрезмерно тревожитесь за ребенка, и через эти тревоги начинаете ограждать от любой мнимой и даже, вероятно, мало свершится какой-то опасности, когда есть тотальный контроль над ребенком без учета его интересов, когда отсутствует право выбора ребенка и навязывается своя картина мира, когда возложена ответственность ребенка за настроение родителя. То есть, ну, ты мне портишь настроение, да, вот такая вот фраза. И когда все делаете за ребенка, не трогая, я все это сделаю сама, значит, мы можем говорить о том, что складывается стиль воспитания по гиперопекающему типу. Ну и вы смотрите, да, что девиз такого воспитания «вместо». То есть, по сути, при таком стиле ребенок лишается права жизни, да, права жить так, как я бы мог жить, если бы учитывались мои особенности. Хорошо, если дети смогут вырваться, да, но из такого стиля воспитания, но тем не менее более-менее здоровыми, да, но тем не менее черты эгоцентризма, иждивенчества, требовательности, капризности, это в лучшем случае, да, за ними сохранятся. В более таком тяжелом случае это опять же признаки зависимости, нерешительности, безинициативности, поиск постоянного такого взрослого, который будет выстраивать жизнь, да, решать за него, и это будет продолжаться, в принципе, ну, при отсутствии личной терапии длительное время. Да? Ну вот по такой таблице для себя можно примерно отследить. Это абсолютно нормально отслеживать в себе, да, я хочу сказать, что абсолютно нормально, что чаще всего смешанный тип воспитания, да, не какой-то четкий у родителя, а какой-то смешанный стиль воспитания, абсолютно нормально, скажем так, ну, грубо говоря, заваливаться в какие-то, да, крайности, то есть быть постоянно ровненьким, четким, понятно, что не получается. Но вот по таблице можете отследить, что вам свойственно, да, и в какую сейчас степень заботы или власти вы проваливаетесь, скажем так, или находитесь в каком-то балансе. Да? То есть вот можно пробежаться, сфотографировать эту таблицу и периодически себя отслеживать, да, в каком стиле воспитания я сейчас нахожусь. Надеюсь, презентация ура покажет. Угу.
Немножечко поговорим про наказание, чтобы понимать, да. Но прежде всего любое наказание, либо это, мы говорим сейчас о негативном виде наказания, это физическое наказание, да, это наказание эмоциональное в виде там уйди, да, выйди вон, то есть такое наказание типа эмоционального отвержения. Мы не говорим сейчас о естественных последствиях. Это нельзя назвать наказанием, да. Мы не говорим о естественных последствиях поступков, потому что это просто последствия. Вот. Мы говорим вот о таких вот моментах вербальных, да, когда ребенка как-то называют, вешают какой-то ярлык. Это всегда для ребенка травма. Для кого-то микротравма психологическая, для кого-то крупная травма. Да. Мы помним, что у ребенка самооценка складывается из представлений обо мне моих родителей. Да, и вот эти вот родительские фигуры остаются во мне на протяжении всей жизни. Да, и если у меня все более-менее было гармонично с родительскими фигурами, они встроились, скажем так, в меня со всеми теми словами, что они мне говорили, и понятиями обо мне, очень, так скажем, гармонично. Если это было болезненно для меня, могут наступать и механизмы расщепления, когда мне приходится, родитель вроде бы плохой, но мне нужно с ним смириться, да, соответственно, я расщепляю родителя, есть плохой родитель, есть хороший. С хорошим родителем я как-то внутри себя дружу, плохого я вытесняю. И потом это, например, в мироощущении складывается таким образом, что я и на все объекты так смотрю, да, то есть он либо однозначно плохой, либо однозначно хороший, совместить я это не могу, потому что это напоминает мне о моей травме. Понятно, что так или иначе родитель не может быть идеальным, и микротравмы все равно будут. Но если родитель эти трещинки залечивает так или иначе какими-то способами, да, соответственно, и формирование личности у ребенка происходит более, скажем так, здоровое. Вот наказание формирует убеждения ребенка, прежде всего о себе, о взрослых, которые его воспитывают, и об окружающем мире. И какие это представления о себе? Конечно же, это я плохой, это моя вина, и никто не любит меня. В общем-то, это все уроки, которые выносит ребенок вот из такого негативного способа наказания. То есть это такой невидимый багаж ребенка, который он проносит через всю свою жизнь. Наказание влияет каким образом? Ребенок, для ребенка взрослый перестает быть носителем обучающей информации, духовной информации, ценной информации. Для ребенка такой родитель становится источником страха. Вы помните, мы всегда говорили о том, что ребенок может развиваться только в условиях безопасности. Что делает страх? Он отключает кору головного мозга, по сути, логическое мышление. И когда ребенок боится, он перестает вообще какие бы то ни было формировать связи между своим поступком, там, последствиями этого поступка и так далее. Вплоть до того, что страх, в принципе, меняет даже химию головного мозга. Но он включает такие реакции, как «бей, беги, замри». Соответственно, когда мы начинаем наказывать ребенка, он не думает о том, чтобы, боже мой, вот я натворил там что-то, мне надо об этом подумать. Да нет, у него включаются естественные реакции сбежать. Или очень появляется сильное такое гневливое состояние, когда родителя хочется, ну, в лучшем случае убрать, да, чтобы его здесь не было. Либо замри. Это когда дети пугаются, смотрят большими-большими глазами и все равно ничего не понимают, что им говорят. Кроме того, наказание и страх подавляет голос ребенка, а это очень опасно. В случае какого-то опасного момента, да, ребенок элементарно не сможет позвать на помощь. И в том числе запускаются защитные стратегии. Страх всегда запускает защитные стратегии в поведении. Манипуляции, ну, не нужно объяснять, да, это слово, триангуляции, ну, когда я ищу, да, кого-то третьего, кто решит вопросы между мной и, допустим, мамой, да. Агрессию включает и контроль, да, то есть ничего хорошего наказание, в принципе, в ребенке не включает. На что влияет наказание? Вообще влияние как стресс влияет системно на ребенка.
И оно, в принципе, может изменить сущность ребенка по сравнению с тем, кем он мог бы стать, не случись этого наказания. То есть, когда говорят о том, что меня били, и я стал человеком, а, вы даже не представляете, каким бы вы могли быть, если бы вы были в ситуации безопасности, поддержки и сбалансированной системы воспитания, сбалансированной вот системы власти и заботы. То есть вызываются и проблемы с границами, и недоверие, и желание уйти в социальную изоляцию, и низкая эмпатия, потому что приходится выключать кнопочки, через которые я чувствую, да, а как чувствовать, когда тебя наказывают? Чувствовать ничего не хочется. Подозрительность. В целом снижается чувство безопасности, да, стресс от наказания подавляет ощущение безопасности у ребенка и приводит вообще к стратегии выживания для преодоления этого стресса, особенно если наказания систематические. Вплоть до влияния на физическое состояние, то есть нарушается функционирование в целом физическое, да, даже рост, задержка роста идет у ребенка. Стресс может сохраняться в теле в виде физического напряжения. Дети, которых наказывают, это часто сгорбленные дети, маленькие, щупленькие, да. Бывают, конечно, разные случаи, но в том числе наблюдаются и такие моменты. Часто возникают жалобы на здоровье и, в принципе, присутствует нарушенное развитие сенсорно-двигательной системы. Что еще происходит? Наплыв эмоций, сильный наплыв эмоций во время наказания. Оно вызывает сильный страх, гнев, стыд, беспомощность. Если вас родители наказывали, вспомните примерно, да, какой спектр эмоций возникал у вас. И все это захлестывает ребенка. И захлестывающие эмоции могут задержать развитие эмоционально-волевой сферы, соответствующей возрасту, да, то есть, в том числе саморегуляцию. Часто дети, которых наказывают, они страдают инурезом, инкапрезом. Да? Трудно регулировать, распознавать, проявлять свои эмоции и чувства таким детям. И что самое важное, трудно выразить свои желания и чувства таким детям, да, в будущем в том числе. Часто вот такие вот женщины, мужчины, которым трудно заявить о своих желаниях, это дети, которые, взрослые, которые в детстве терпели наказание. Изменение поведения, развитие и отношений может привести к серьезным нарушениям наказания в плане формирования идентичности ребенка. Да? Искаженные связи между мыслями, чувствами, поведением могут даже нарушить процессы распознавания и памяти. Подорванное доверие ребенка может спровоцировать отказ от социальной поддержки. Очень часто такие дети не могут обратиться за помощью. Или возникает противоречивое поведение. Познание. Конечно же, такие дети отличаются отсутствием устойчивости в любознательности. У них есть проблемы с обработкой новой информации, ну, потому что страшно идти в новое, а вдруг я там что-то неправильно сделаю и снова за это получу. Да? Проблемы речевого развития и сложность, в целом сложности в учебе. Ну и кроме того, у них происходит недостаток непрерывного, непредсказуемого осознания себя, расстройство понимания своего телесного образа, да? И низкая самооценка как результат. Вот что происходит, когда родитель адекватно реагирует на потребности ребенка, на какое-то действие, да? То есть когда родитель позитивно взаимодействует с ребенком. Вот смотрите, возникает определенная потребность, здесь в схеме она называется нужда. У ребенка возникает определенная степень перевозбуждения, да, он начинает там, ну, либо просить, различные проявления перевозбуждения в поведении. Идет позитивная реакция родителя, и у ребенка наступает расслабление. Ну и потом этот цикл снова начинается. Опять появляется какая-то потребность, появляется перевозбуждение, снова реакция родителя позитивная, получает отклик родителя, да, позитивный, расслабляется.
И вот в таком цикле, скажем так, адекватного взаимодействия с родителем ребенок нормально развивается. Что происходит, когда родитель негативно реагирует или наказывает своего ребенка? Вот появилась потребность, нужда у ребенка, пошло перевозбуждение и пошла негативная реакция родителя. И ребенок не уходит на стадию расслабления. Он идет снова в перевозбуждение. И вот когда мы наказываем ребенка, негативно реагируем на него, ругаем его, ребенок, скажем так, попадает вот в этот бесконечный цикл. Перевозбуждение, реакция родителя. Перевозбуждение, реакция родителя. И этот процесс будет бесконечным до тех пор, пока родитель не изменит свою стратегию поведения. Ну, это если, скажем так, упрощенно объяснять, что происходит при негативном наказании. Поэтому при любом трудном поведении, конечно же, родителю важно прежде всего переформулировать цель. Не наказать ребенка, а помочь ребенку понять и изменить трудное поведение. То есть помнить, что за поведением кроется определенная причина, а плохие технологии, которым ребенок пытается удовлетворить эти потребности, они самые простые. Потому что хорошим технологиям, хорошим способом удовлетворения своих потребностей, этому еще нужно поучиться, да, с помощью родителей. Если родитель помог научиться, да, соответственно, ребенок приобрел навык удовлетворения своих потребностей социально приемлемым путем. Угу. Поэтому важно всегда использовать вот эту формулу: кто, что, когда, где. Каким было поведение, на кого было направлено поведение, или кто присутствовал при этом, где оно обычно происходит, когда происходит, и как вы думаете, о чем может говорить такое поведение. Допустим, если у вас сейчас есть актуальное сложное поведение, да, у ребенка, можно разложить поведение вот в этой, по такой схеме и попробовать, помните, да, угадать потребность ребенка. Если у вас это не получается, помним, да, что вы достаточно хороший родитель, если в 40% угадали потребность. Помним, что если родители не угадывали ваши потребности, то вам, конечно, это сложно сделать, но пробовать делать это нужно. Ну и напоминаем про основные навыки родителя. Прежде всего, конечно же, важно максимизировать у ребенка ощущение безопасности, то есть создать большое окно стрессоустойчивости. Вот если у ребенка мало было стрессов, да, вот это вот зелененькая такая колбочка, и вот там вот немножечко стресса, у такого ребенка большое окно стрессоустойчивости, сформировавшееся в детстве, да, его мало наказывали, больше было позитивного взаимодействия с родителем. Соответственно, когда в эту колбочку начинают вливаться стрессы, потом уже взрослой жизни, да, когда он становится более самостоятельным, у него и вот это окно стрессоустойчивости больше. Да? И вот когда ребенка наказывали там, физически, эмоционально, вот это вот окно стрессоустойчивости у него становится таким вот крошечным, то есть он уже завален вот этим вот стрессом того, что ему заложили в детстве, уверенностью, страхами, когда в него еще вливается это все в дальнейшем, у него вот это окошечко совсем маленькое того, что он может принять и вынести. И, кстати, исследования проводили, да, привязанностей детей, про самостоятельность, скажем так, да, смотрели, скажем так, адекватную привязанность, хорошую привязанность между мамой и ребенком, да, и, скажем так, негативную привязанность. При хорошей привязанности мама уходила из комнаты, младенец сразу же, ну не младенец, ребенок до года, скажем, год, ребенок сразу же начинал плакать. Когда мама возвращалась, ребенок сразу же к маме возвращался и на руках затихал, да. И ребенок звал на помощь к маме, и когда мама возвращалась, он к ней шел и получал вот эту вот привязанность, успокаивался, и потом дальше снова шел играть. При негативной привязанности, когда мама уходит, ребенок не реагирует. И когда мама возвращается, ребенок тоже не реагирует. Казалось бы, он супер самостоятельный. Но при этом у детей из памперса брали анализ мочи, и уровень кортизола, гормона стресса, был одинаковый.
что у ребенка с адекватной привязанностью и у ребенка с негативной привязанностью. Но только при одинаковом вот этом уровне стресса ребенок в первом случае обращался за помощью к маме и снижал этот уровень, да? А ребенок при негативной привязанности уже не шел к родителю и оставался вот с этим гормоном стресса, который, ну, не нужно объяснять, да, вредно влияет, в принципе, на все состояние ребенка. Но зато он самостоятельным был. Но важно помнить, что это вынужденная самостоятельность, да, вот. Поэтому очень важно, что использовать с детьми. Конечно же, во-первых, использовать всегда безопасные прикосновения. Но о физических наказаниях психолог никогда не скажет, что детей бить можно. Кто-то, может быть, и скажет, психолог всегда скажет, что нужно использовать безопасные прикосновения. Очень важно устанавливать четкое расписание и предсказуемые отношения. И тогда ребенку будет понятно, по каким правилам он играет. И вот этих вот вариаций, конечно, он будет нарушать границы, но примерно он будет понимать, что от него ждут. Если правил нет, соответственно, я играю как хочу в этой жизни. Ведите обязательно безопасный диалог. Да? Очень важно подготовить других относительно режима, правил жизни вашего ребенка, чтобы не было такого, что кто-то начинает нарушать. Очень часто, да, у мамы одно представление о жизни ребенка, у бабушки другое, и начинаются триангуляции и так далее. Да? Конечно же, сила присутствия, то есть личного внимания. Это априори, да, должно быть. Очень важно давать ребенку право голоса. Помним про силу игры. Именно здесь ребенок всему у вас учится. Не играйте с ребенком, ребенок ничему не научится. Научиться силе слова «да». Казалось бы, да, иногда нужно говорить «нет», но нет, оказывается, нужно тоже говорить по-хитрому. Да, тебе можно бросить спорт, но только этот спорт. У тебя есть право выбрать другой вид спорта. Да, ты можешь сейчас пойти гулять. Да, ты можешь пойти гулять, но вначале тебе нужно сделать такие-то, такие-то моменты. То есть пробовать говорить не через «нет», а через «да». Помним про силу похвалы, силу одобрения и обязательно про силу восстановления трещин. Даже если что-то произошло с ребенком, между вами и ребенком, понятно, что всякое может быть, да, но обязательно восстанавливаем трещинки. Ну и никто не отменял обычное традиционное активное слушание, я-сообщения, про это все родители уже знают, осознание причины трудного поведения с ребенком никто не отменяет, что нужно проговаривать, почему это произошло, да, событие. Всегда даем наступить естественным последствиям, то есть не выучил двойка, но не угол. Да, то есть угол ничему не научит. Личный пример. Помним, что если этого не делаем мы, этого никогда не будет делать ребенок, как бы мы ему не транслировали там какие-то свои пожелания. Ну и положительное подкрепление никто не отменял. В каждой системе кто-то платит деньги, да, кто-то берет на совместные занятия. Здесь уже все зависит от семейных ценностей. Ну, вот такой момент. Презентация не хочет почему-то показывать список литературы, поэтому я его просто озвучу о том, что можно почитать для того, чтобы более глубоко. Понятно, что за 44 минуты подробно все не расскажешь, да, но можно прочитать. Людмила Петрановская «Если с ребенком трудно» для вдумчивых родителей, да, Диана Машкова «Азбука счастливой семьи», там прямо есть возможность пройти определенные упражнения, выполнить их, да, для того, чтобы выйти на новый уровень осознанного родительства. Ну и никто не отменял Юлию Гиппенрейтер «Общаться с ребенком как». Да? Вот. Ну, на сегодня все, немножко такое эмоциональное, может быть, был консультационный час, да, но про наказание сложно говорить не эмоционально, потому что, к сожалению, пока жестокое обращение по отношению к детям имеет место быть. Вот. Желаю вам осознанного родительства и благодарю за внимание. До встречи на новых консультационных часах.
что сегодня было с презентацией, я не поняла. Вообще она мне половину моих слайдов не показывала.